Где ты, ангел-хранитель? Хроника событий прожитой жизни началась с детства. Воспоминание длилось до момента, когда я с деревенскими малышами играл на песке. Потом прервались, в душе была непонятная тревога. Ни одно событие всей прожитой жизни не вызвало положительных эмоций, чувств, похожих на те, которые были во мне утром после проведенной с Анастасией ночи, и тех, которые возникли во мне, когда она показывала, подстроив к ритмам биения моего сердца ритма окружающей природы. Я описывал эту ситуацию в главе «Прикосновение к раю». Но я считал, что эти прекрасные ощущения были созданы во мне только Анастасией. Они не мои, они искусственны, подарены Анастасией. Я непроизвольно сопоставлял их с теми, что были в моей жизни, и не находил аналогов. Еще и еще раз гонял воспоминания из своей жизни, словно кинопленку, туда и обратно. Все события были связаны со стремлениями достичь чего-то, получить. Получал очередное желаемое, а удовлетворение не наступало. Вместо этого возникало новое желание. И последние годы жизни, когда окружающие считали, как здорово у меня все получается, вызывали еще большее смятение. Приобретение машин, женщины и банкеты, подарки и поздравления казались пустыми и ненужными. Я резко встал и то ли сам себе, то ли Анастасии с раздражением выговорил: нет в жизни человека этих исцеляющих ощущений, по крайней мере, в моей их нет, да и у многих других они могут не отыскаться. Анастасия тоже встала и спокойно заметила: тогда тебе необходимо как можно быстрее сотворить их. Да что же такое сотворить нужно? Что? Сначала необходимо осознать, в чем большая значимость, смысл. Ты жизнь свою сейчас просматривал, но даже имея возможность анализировать, смотреть на нее как бы со стороны, все равно не смог заметить значимого. Все за привычное в твоем понятии ценностей цеплялся. Скажи, в какой ситуации тебе хотя бы удалось приблизиться к ощущению счастья? Да, были две ситуации, но что-то помешало ощутить их полностью счастливыми. Что же это за ситуации? Еще в начале перестройки мне удалось получить долгосрочную аренду теплохода. Это был лучший пассажирский теплоход в западно-сибирском речном пароходстве. Михаил Калинин, его название. Бумаги на долгосрочную аренду теплохода были оформлены. Я еду к причалу. Стоит он, красавец. Я первый раз ступаю на палубу своего теплохода. А радостные ощущения твои намного усилились, когда ступил ты на палубу. Понимаешь, Анастасия, в нашей жизни много разных проблем. Когда вошел я на теплоход, меня встретил капитан. Пошли мы в его каюту, выпили по бокалу шампанского, разговаривали. Капитан сказал, что надо срочно трубы промывать водоводные, а то санэпидемстанция разрешения на выход в рейс не дает. И еще сказал капитан: Это мы с сыном посадили.
И погрузился ты, Владимир, в заботы и проблемы, связанные с работой теплохода. Да, погрузился, много их было. Искусственно созданная материя, механизмы разные, тем и характерно, Владимир, что больше проблем приносят, чем радости. Иллюзорно и помощь их человеку. Не согласен я с тобой. Сами по себе, может быть, и создают механизмы проблемы. Ремонт требуется, обслуживание. Зато с их помощью можно добиться многого. Например, чего? Даже любви. Над истинной любовью, Владимир, не властны искусственно созданные предметы. Даже если бы все в мире они принадлежали тебе, только с их помощью ты не смог бы заполучить истинной любви, даже одной женщины. Да ты просто женщин наших не знаешь, а рассуждаешь. Я вот добивался. С чего добивался? Любви запросто добивался. Женщину я одну любил очень сильно. Не один год любил. А она со мной не очень-то хотела пойти куда-нибудь уединиться. Когда теплоход у меня появился, я пригласила ее на теплоход. И она согласилась. Представляешь, как было здорово! Сидим мы с ней одни за столом в баре теплохода. Шампанское, вино великолепное, свечи горят, музыка и никого. Одни мы в пустом баре моего теплохода, только она передо мной. Отправил я теплоход, никого на борт не взял, чтобы с ней побыть наедине. Теплоход идет по реке. В баре звучит музыка. Я на танец ее пригласил. Фигура и грудь у нее великолепная. Прижал я ее к себе, и забилось радостно сердце, и поцеловал ее в губы. Она не отстранилась и тоже меня обняла. Ты понимаешь, она была рядом со мной. Я мог ее трогать, целовать. Все это благодаря теплоходу. А ты говоришь, одни проблемы. А дальше, Владимир, что с тобой произошло? Неважно. Все же вспомни, пожалуйста. Говорю тебе, неважно это, не имеет значения. Можно я расскажу, что произошло там, на теплоходе, с этой молодой женщиной и с тобой? Попробуй. Ты много выпил спиртного. Ты специально старался выпить как можно больше. Потом положил перед ней ключи от своей каюты, великолепных своих апартаментов, а сам спустился в трюм. Ты спал почти сутки в маленькой матросской каюте. И знаешь почему? Почему? Наступил момент, когда ты увидел на лице любимой тобой молодой женщины странное выражение и отрешенную улыбку. Интуитивно, еще неосознанно ты понял, она, твоя любимая, мечтала, как бы счастлива я была, если бы за столом в баре этого теплохода напротив сидел не Мегре, а мой любимый. Любимая тобой женщина мечтала о другом, о том, кто нравится ей. Она мечтала, чтобы не ты, а он владел этим теплоходом. Вы были во власти мертвой материи, связав с ней свои живые чувства, стремления и убивая их. Не продолжай, Анастасия.
Мне неприятно эти воспоминания, и все равно теплоход сыграл свою роль. Мы с тобой встретились благодаря теплоходу. Событийность настоящего строят предшествующие чувства и порывы души. Только они влияют на будущее, и только их разбег, их крыльев взмах отражаются в небесных зеркалах и отразятся в событийности земного бытия, только их порывы и стремления. Как это понимать? Нашей встрече могли предшествовать многие стремления твоей и моей души. Может быть, даже наших далеких и близких родителей. Может быть, это сделал только один порыв вишенки, растущей на огороде твоего загородного дома, но не теплоход. Причем тут вишенка на моем огороде? Много раз, просмотрев свою жизнь, ты не придал никакого значения этой вишенке и чувствам своим с нею связанным, а именно они являлись главным событием последних лет твоей жизни. На твой теплоход Вселенная не реагировала. Подумай, ну что может значить для Вселенной примитивный, тарахтящий, не умеющий мыслить и самовосстанавливаться механизм? А вишенка, маленькая сибирская вишенка, для которой ты даже места не оставил в своих воспоминаниях, взбудоражила просторы вселенские и изменила ход событий, связанных не только с тобой и со мной, потому что она живая и, как все живое, неразрывно связана со всем мирозданием. Благодарю вас за чтение перед сном, матушка моя любимая. Счастливо, волшебно, чудесно. Творческих снов, Лунка. И я укрываю вас с любовью. Благодарю.